На сегодня вопрос статуса учителя приобретает особую значимость. Педагоги играют ключевую роль в формировании будущего поколения. Они воспитывают моральные и этические ценности. Однако современные реалии показывают, что престиж профессии часто оказывается под угрозой из-за случаев неуважения, оскорблений и даже физического насилия в отношении педагогов. Нужно помнить, что ученик – это индивид, и за его индивидуальное воспитание отвечает исключительно семья, его родители. Сейчас наше общество привыкло считать правильную либеральную политику Запада, но мы должны понимать, что такое воспитание не подходит для нашего менталитета. В итоге сейчас учителей никто не слушается, уровень образования заметно падает. Мы должны рассмотреть меры по усилению наказания за рукоприкладство и оскорбление учителей. Совет Безопасности должен провести заседание по этому случаю, потому что это уже социальная проблема. Говорил Ханыбек Османалиев об инциденте, который произошел в столичной школе номер 57. Здесь прямо на уроке произошел конфликт между учительницей и мамой ученика. В результате занятие было сорвано. Видео конфликта, попавшее в интернет, вызвало резонанс. Ситуацию прокомментировал и глава государства Садыр Джапаров. Он отметил, что прерывать урок ни у кого нет права. Почему ты не имеешь права моему ребенку тоном разговаривать? Ты кто такая? Bir оқучунун апасы мектеп мугалимин баламды урушасың деп тилдеген жагдайды көрүп, абдан капа болдум. Я был очень расстроен этим случаем. У родителей директора школы, даже у министра образования нет права прерывать урок. Мало того, что 45-минутный урок был сорван, так еще было унижено достоинство почетного звания учитель, что разрушило мечты множества учеников, которые хотели стать учителями. В школах, детсадах, в любом другом месте нашего общества нет места такому явлению. Сейчас Министерство образования и науки разрабатывает специальные меры для повышения уровня уважения к профессии и укрепления их правовой защиты. Это не только защитит педагогов, но и внесет вклад в стабильность образовательной системы. Совместно с Кабинетом министров Кыргызской республики разрабатывается очень много мер, реализуется очень много мер для повышения престижа учителей. Можно привести такие примеры, как аттестация учителей, где учителя, которые сдают аттестацию, получают надбавки к заработным платам. Проведен конкурс «Лучший учитель года». Победители этих конкурсов были награждены денежными призами в сумме 300 тысяч сомов. Победительницы Гран-при, учительницы были выделены квартира. Если учитель чувствует себя защищенным, может сосредоточиться на обучении и воспитании, а не на борьбе за свое достоинство. И поэтому, как отмечают общественные деятели, законодательная поддержка прежде всего будет формировать в нашем обществе культуру уважения к профессии. Такую инициативу поддерживают и депутаты Жогорку Кенеша. Нужно помнить, что статус учителя – это показатель уровня развития нашего же общества. Ахмер Нурдинова, Эльдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.